Йогурты, сыры, молоко, сливочное масло. Отсюда вся эта молочная продукция будет поставляться на местный рынок. Несмотря на то, что завод запущен в тестовом режиме, здесь уже работает около 25 человек. И все местные жители. Я живу в Ачамчирах. Нас обучали, конечно же, стажировку мы проходили, здесь нас обучали итальянцы. Переводчик нам переводил, что, как, чему делать. И по чуть-чуть, постепенно мы этому научились. Ну, как я услышал, как вот, нужны были рабочие сюда, я сразу приехал, оставил свою анкету, мне сразу же набрали. Житель села Кутол Тимур Кваранзе работает здесь оператором. Узнал о вакансии на новом предприятии и сразу решил попробовать свои силы. Главный плюс – производство находится рядом с домом и зарплата достойная. Всему необходимому Тимура обучили прямо на рабочем месте. Здесь близко, рядом с этим заводом живу. И я услышал то, что нанимают рабочих. Я подошел. Я сказал, что хочу работать, и также меня приняли. Но изначально для меня это было как-то чуть-чуть удивительно, потому что я в такой сфере ни разу не работал, никогда. Тут были технологи с Италии, нас обучали, и мы по чуть-чуть уже как бы знаем, запускаем сами. И таких специалистов здесь скоро станет больше. В планах руководства расширить штат до 50 человек. Масштабы завода и современное оснащение цехов действительно впечатляют. Оборудование итальянское. В перспективе здесь планируют выпускать до 20 наименований различной молочной продукции. Мы уже заключили контракты основные на поставки сырья. Мы получаем это сухое молоко цельное из Беларуси, сливочное молоко также из Беларуси, и остальные расходные материалы тоже к нам будут приходить из Российской Федерации. Вот. Во время тестового режима мы уже фактически определились, что из них нам лучше всего подходит. Технологи определились с составом цельного молока, с тем, что они будут выпускать, а мы уже имеем понимание, какую нам использовать, какие бутылки, какая бумага, какая комплектация, какие этикетки. Вот это все мы имеем понимание. До запуска нового молочного завода в селе Лабра остаются считанные дни. На предприятии завершаются последние приготовления. Новый объект имеет важное значение для республики. Его мощности позволяют перерабатывать до 20 тонн сырья в сутки, что может покрыть около 60% потребностей внутреннего рынка Абхазии. На данный момент пусконаладочные работы практически завершены. Лаборатории запущены, а персонал распределен по цехам. Первую готовую продукцию планируется получить уже через 2-3 недели. На начальном этапе сырье будут поставлять из России и Беларуси. Как пояснил генеральный директор завода Батал Дяпшва, в Абхазии пока нет крупных фермерских хозяйств, способных стабильно обеспечивать предприятия необходимыми объемами сырья. Но если появится возможность закупать качественное молоко у местных фермеров, то завод задействует его в работе. Нету такого количества молока, нету, к сожалению, пока ферм, которые могут обеспечить такое производство. Для любого производителя, который занимается выпуском молочной продукции, конечно же, было бы большим подспорьем, если бы где-то рядом находилась бы ферма или какое-то предприятие, которое давало бы нам цельное молоко. У нас, во-первых, стоит на такой случай линия приемки цельного молока, у нас отдельно она выработана, она отдельно стоит. Мы бы, если такая была бы возможность, мы бы это цельное молоко бы с удовольствием бы его приняли. Мы уже заключили один контракт на доставку этого молока цельного для некоторых видов продукции. Мы заключили контракт, мы собираемся его привезти из Адыгеи. Мы уже заключили, предварительно с ним уже имеем договор. Срок доставки там по времени у нас уходит около 10 часов по логистике, как говорится. Но, честно говоря, по цене и по качеству это оно намного превосходит. Если, допустим, мы бы на сегодняшний день покупали молоко по той цене, по которой продается на абхазском рынке, там цена где-то около 100 рублей за литр молока. В первую очередь завод запустит линейку молока нескольких видов и кефир. Отдельный цех займется йогуртами как классическими питьевыми, так и протеиновыми. Также планируется наладить выпуск творога и сыра, а в перспективе выйти на производство собственного сливочного масла. Продукция предприятия будет конкурировать с аналогами по цене, но, по словам директора завода, главным приоритетом остается высокое качество.
наша продукция, она небольшого срока хранения, как говорится. Она где-то ориентировочно, там, молоко если брать, от 28 до 31 дня. Это почему? Потому что мы вот просто фактически напрочь оказались и задачу нашим технологам поставили, и тот ГОСТ, который они уже подготовили для той продукции, которую мы будем выпускать, она будет состоять только исключительно из вот натурального сухого молока и из сливочного масла. Молочный завод в Лабре станет одним из ключевых налогоплательщиков Очимчирского района. Ожидается, что ежегодное отчисление в местный бюджет составит около 15 миллионов рублей. Проект реализован в рамках государственной программы льготного кредитования на 2022-2025 годы. Я хотел бы отметить, что вот это уже третий завод по льготному кредитованию, да, который в Очимчирском районе открывается в течение 2-3 лет. На сегодняшний день мы большие связываем надежды именно с этим заводом по бюджетообразованию. В принципе, мощности этого завода достаточно, чтобы полностью перекрыть потребность абхазского рынка. Уже в начале июля молочный завод в Лабре официально запустит постоянное производство. Совсем скоро жители и гости республики смогут попробовать и оценить молочную продукцию местного производства. Гугуца Вардани, Давид Хашик, Абхазское телевидение.